Дорогие коллеги, меня зовут Сардана Посельская, я представляю Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия, и сегодня в рамках деловой программы Интермузея мы представляем проект «Пятая международная якутская биеннале современного искусства BY18», которая у нас прошла в городе Якутске с апреля 2018 года по январь 2019 года. Я хочу представить сегодня кураторов нашей биеннале. Это Сабина Чагина, организатор творческого объединения «Артмосфера» и куратор Московской биеннале «Уличной волны. Атмосфера», и Юлия Василенко, сооснователь творческого объединения «Атмосфера» и сокуратор нашей биеннале. Вот. И мы сегодня вам расскажем, покажем, как традиционный классический музей сделал биеннале современного искусства в течение 10 лет. Наша биеннале стартовала в 2010 году и была поддержана фондом Владимира Потанина. Вот, с тех пор каждые 2 года Якутская биеннале позиционируется как выставка-конкурс художников современного искусства новой генерации на якутской платформе. BY18 тема была CTM, то есть объединение города и музея, когда основная программа у нас вся была в городском пространстве. То есть по итогам биеннале мы художниками создано 8 арт-объектов в городском пространстве. Сегодня мы будем про это говорить. То есть если раньше у нас выставки проходили внутри музея, и кураторами были наши приглашенные кураторы из Франции, Эло Феррия и Франсуаз Винсент Феррия, их творческая команда, то BY18, получается, этот проект полностью вышел за пределы музея, то есть вышел масштабно за пределы музея. Здравствуйте. Я презентацию думаю, что можете можно показывать, начать. Да, я могу. Да, вы можете рассказать, я. Во-первых, спасибо тем 5 людям, которые сюда пришли или здесь остались. Мы вам очень благодарны, а то мы выступали для себя. Нет, спасибо, потому что нас поставили в самый последний день, в самом конце, и сейчас идут итоги фестиваля, поэтому ничего страшного, народ у нас есть. Я думаю, что вот что я от себя могу добавить, это то, что биеннале, который проходит в Якутске, достаточно уникальный проект для всей России, я бы так сказала, потому что, во-первых, когда оргкомитет состоит из музея, это немаловажная часть, потому что на самом деле не так много биеннале, которые проходят, там, в том числе даже индустриальная биеннале или московская биеннале, да, с присутствием в оргкомитете музея. Я 2 года назад в гараже, да, проходила, началась триеннале, когда музей инициирует создание подобного проекта. И это очень важно, что музей, который на самом деле является национальным художественным музеем, да, и работает в основном с классическим искусством, уже 10 лет знакомит жителей Якутска и не только, я думаю, всей Якутии, с современным искусством. Мы с Юлей, конечно, испытали огромное счастье находиться там, потому что, я не думаю, что у нас был бы повод как минимум туда приехать, в эту прекрасную страну. Мы попали еще на праздник Исэх, что тоже немаловажно, потому что я думаю, что сложно понять, что такое Якутия, не побывав на этом празднике. Вот. И для нас очень важно было посетить именно Якутск, чтобы проникнуться его древней культурой, его историей, его мифологией. И я очень надеюсь, что проект получился таким, каким, во-первых,
его хотели бы видеть жители города, да, потому что было много разных мнений, много проектов были, скажем так, спорными. И я очень надеюсь, что эти проекты уже прижились или приживутся в дальнейшем в этом городе, и что они стали частью жизни якутян. И здесь вот видно как раз проект Николая Полисского, который объединил в себе 350 человек, 350 жителей города приняло участие в строительстве этого огромного объекта, который называется «Священный табун». Это такие мифические существа, которые примерно от 3-4 метров длиною, и их 100 этих вот лошадей. Интересный момент, что место, которое выбрал художник, до этого было ничем не примечательное, то есть место, мимо которого обычно проносились автомобили, и никто никогда не останавливался в этом месте. И это хороший пример того, как искусство в общественном пространстве, оно может объединить людей не только для создания этого объекта, да, там, что вот люди приходили, помогали, это правда была непосильная помощь, иначе бы его невозможно было бы построить. Вот. Но и сейчас люди посещают это место, то есть место, которое ничем было не примечательно, стало местом силы. И я считаю, что это очень хороший показатель того, как искусство в общественном пространстве, как оно работает. Да? То есть в целом, ну, вот до сих пор мы являемся свидетелями, собственно, памятников архитектуры прошлого, да, или памятников или наследия прошлого, да, мы посещаем какие-то культурные столицы, Рим и так далее, и смотрим на все это и восхищаемся. Я считаю, что вот такой подобный проект, как Биеннале Якутская, вот именно в этом году, это именно попытка зафиксировать время в определенном пространстве, показать срез этого времени через работы художников. И я считаю, что у нас получилось взаимодействовать и с культурой, и с традицией, и непосредственно с местом, да, и с людьми, конечно же. Ну вот так быстро проматываем, но в общем-то, понятно. Очень хорошая была идея, за что тоже спасибо музею. Мы просто тоже делаем биеннале свою в Москве. Называется она «Биеннале Артмосфера». И мне очень понравилась идея вот творческого цеха. Это за год до биеннале у нас было создано 2 работы. Агостино Якурчи, итальянский художник, который нарисовал на фасаде Чорон, и якутянка, вот Евгения Желвакова. То есть это такая была проба пера, попытка выйти в город и попробовать, да, как оно вообще. И это очень правильная практика. И я считаю, что я даже думаю, что нам тоже нужно здесь попробовать вводить такой творческий цех, пробовать, скажем так, осваивать территорию. Это очень важно. Ну и, конечно, заключительная масштабная работа испанского художника Акуда Сан-Мигель. Она, в общем-то, я надеюсь, не поставила точку, а все-таки это запятая, да, вот, в деятельности, в музейной деятельности Национального художественного музея, потому как мне кажется, что это вообще такой героический труд, 10 лет делать эту биеннале, будучи государственным музеем. Просто низкий поклон и музею, и лично Асе Львовне. Скажу от себя, что Акуда Сан-Мигель – это один из, скажем так, самых известных художников сейчас на планете, который является, ну, то есть он не то чтобы олицетворение нашего времени, да, вот с точки зрения вообще его творчества, а он очень продуктивный, его работы можно найти вот прям ткнуть в карту, да, и там точно есть его работа. И это очень важно, что вот сейчас в Якутске стоит его работа, и причем очень важно, что это не просто декорации,
да, и не просто там временный объект, который потом там уничтожат и на помойку отправят, а это полноценная современная скульптура. Я вам скажу честно, в Москве такое установить нереально, да, потому что у нас здесь тоже есть свой регламент, законодательная база, да, которая пока что, к сожалению, позволяет устанавливать только памятники. Не, ну можно, конечно, было бы назвать это памятник там космосу или еще чему-то. Вот. Но то, что это уже скульптура, которая простоит и год, и два, и, я надеюсь, десятилетия, и наши дети будут приезжать специально, чтобы увидеть ее. И мне кажется, что у Акуды их просто считанные единицы, этих постоянных объектов, которые разбросаны по всему миру. И вот один из них находится как раз в Якутске. Но у меня пока все. Я хотела бы, чтобы Юля тоже как-то продолжила. Себя добавила. Я бы, наверное, высказалась на следующую тему, которая, как ни странно, вернее, не странно, это такое веяние времени, то, о чем говорят сегодня здесь, на Интермузее, о социальной функции музеев. Вот этим проектом очень многое было сделано именно в этой области. Потому что, конечно же, те люди, которые постоянно ходят в музей, у которых есть привычка ходить в музей, это художники, какие-то представители творческой интеллигенции города, да, это достаточно узкая прослойка, особенно в небольших городах. Мы сейчас говорим не о Москве, да, где Путин приехал на Серово, и у нас сломали двери в Третьяковской галерее, да. Мы говорим, это самая лучшая реклама, да, кстати, между прочим, приглашайте Путина на выставку, тогда сломают двери и будут очереди. Но дело в том, что действительно все-таки пока еще в небольших городах, на удалении большом от Москвы, есть небольшая прослойка людей, которые ходят в музеи. Постоянно можно увидеть на открытии выставок, да и в Москве тоже на выставке современного искусства мы видим одних и тех же людей. Мы все друг друга знаем, мы приходим поработать, пообщаться насчет будущих выставок, кто куда съездил, у кого какие результаты. А вот если говорить о широкой прослойке, то, конечно, есть некий барьер, да, который еще, может быть, еще с постсоветских каких-то времен, когда искусство это все-таки доступно некой элитарной прослойке, которая это понимает, может разобраться в этом, да, мы все помним вот эту вот мем-картинку из интернета, где человек стоит напротив картины абстрактной и очень долго думает, и вот люди, скажем так, не относящиеся к искусству, это, смеются над этим, да, так шутят. И этот проект спровоцировал серьезный диалог. Скандальный даже. Началось все, ну, если не говорить о творческом цехе, который так тоже была критика о том, что Чарон, на Чароне изображен мамонт, а в общем итальянец покопался, надо сказать, и мамонт имеет непосредственное отношение к республике Саха-Якутия. В каждом магазинчике можно найти изделия из бивня мамонта. И он покопался. И, конечно, там на классическом Чароне, может быть, нет изображения мамонта, но это имеет отношение непосредственно к культуре. Женя Желваков, который, да, изобразил якутянку, и на ее одеянии присутствуют некие животные, которые присутствуют, которые живут на территории. Тоже он поработал с этим контекстом, но дальше началось. Когда уже началась сама биеннале, первый проект, это был проект Андрея Адна. Это такой мультидисциплинарный художник, у него есть в том числе своя компания, да, по разработке приложений. И сейчас это одно из самых популярных в мире приложений в области дополненной реальности, называется Sketchar, который помогает людям преодолеть такой страх белого листа и начать рисовать, даже если ты не умеешь рисовать. На самом деле это очень мощное действие. То, что он делает, Андрей. Он признан везде, кроме России, выступает в Гонконге, в США, в Силиконовой долине, но не в России. Ну, если только не организовывают западная компания, это наша классическая история поведения в России. Пока везде не признают, собственно, у нас тоже. А как вернуться в начало? Можете помочь? В общем, началось все с классического скандала. Я бы это даже назвала, знаете, так, в популярной культуре, там где-нибудь в поп-музыке, это очень популярно. Есть такая продюсер поп-певца Дмитрия Билана, Яна Рудковская, вот она любит со скандала. Вот мы, как Яна Рудковская, вместе с музеем Саха-Якутия начали со скандальчика. Причем с мощного. Люди в соцсетях, там была предводитель барышня, не помню точно ее имя, хотя она должна была запомнить. Юль, да это все боты да были. Подожди, нет, это не боты, был конкретный человек. Она, собственно, призывала всех объявить Андрея Адна персоной нон-грата
в Якутии, да, и в самом городе Якутск. Нас все обвиняли, вернее, не обвиняли, а наши все там знакомые, там, соратники говорили, ну что, со скандальчика начинаете продвигаться, пиаритесь на скандале. В общем, это была работа, которая была сделана очень быстро, и в этом, если говорить серьезно, была некоторая ошибка, которую все ошибаются, нужно в будущем предусмотреть. Важна очень образовательная, конечно, программа просветительская. Прежде чем выйти в город и начать даже там рисовать муралы какие-то, нужно подготовить аудиторию, рассказать о том, что это популярное направление во всем мире, что вообще это не граффити давным-давно, это называется не так, что есть основатели, там, Диего Ривера, который известнейший художник, все это началось там в Мексике, с мексиканских муралистов, рассказать об этом. Поторопились, сделали работу, в общем, есть у кого варианты, кто здесь что видит? Эта работа вызвала большой общественный общественный резонанс. Есть у кого-то варианты, кто видит на этой картинке что? Скажите. Расскажите, кто видит? Ну, какие-то ассоциации. Что? Лицо. Еще? Домик. Фасад дома, лицо. В общем, однозначный вариант якутских жителей был презервативы. Вот. И это вызвало резонанс такой, что как так? На здании нарисовали презервативы, с нами не посоветовались. И здесь еще важный момент, что до этого в этом здании находилась церковь. Но да, это не сейчас. Сейчас это уже арт-кластер. Но сейчас это просто арт-кластер. Арт-кластер, да. Что там еще находится? Арт-кластер да. так и находится, да. Да. Но, конечно, стали привязывать к церкви, которой уже там 100 лет нет, как бы, что как вы могли чуть ли не на святыне там, изобразить презерватив. Ну, в общем, с одной стороны, это было страшно, а с другой стороны, это действительно спровоцировало диалог. И я сейчас возвращаюсь к тому, о чем я говорила, да, в начале, о том, что в музее входит, скажем так, ограниченная прослойка, которые все договорились уже о том, что все это здорово, какая бы выставка ни была организована, она классная, и художник молодец, и музей молодец. А это спровоцировало диалог между обычными жителями, которые в соцсетях пусть высказывали негатив, но они не были равнодушны. Это, может быть, спровоцировало их интерес, в том числе и к музею. Пусть на данный момент критика, но, может быть, они из-за этого и пойдут в музей, в том числе, чтобы посмотреть, что там происходит. И дальше этот диалог начал уже развиваться с каждым объектом. Да, например, обнаружились определенные проблемы. Да, они сказали, а что вы тут зовете опять москалей? Что вот опять к нам здесь приезжают? Даже. Да, даже иностранцев. Зачем вы тут зовете? У нас же своих художников большое количество. Почему вы им не даете возможность? Сделали открытый конкурс. Это же часть была художников приглашенных, а часть открытый конкурс. Внимание, сколько было подано заявок, Сардана? Всего было подано заявок 38 от художников якутских, российских и зарубежных. От якутских? От якутских, мало было. В общем, не слишком много. В общем, Я сейчас точную много. Цифру не могу сказать, но общую я знаю 38. Ну и это тоже, скажем так, и это тоже провокация диалога о том, что, ребят, вы кричали, у нас здесь страна полна талантами, почему вы не подаетесь на конкурс? И это тоже, пусть там кто-то, не знаю, это была капля, пусть кто-то это услышал, увидел, и это, скажем, некая провокация к раздумию о том, что нужно с этим работать, с этим пространством. Нужно работать с художниками, да, чтобы они могли высказаться на своей территории, не критиковать, а высказаться, потому что любая критика должна быть подкреплена аргументом или вариантом того, как решить этот вопрос. Да? Это должно быть какое-то предложение. Критика пустая, она ни о чем. Это слова. Их много критиканов вот в интернете, особенно когда мы их не видим, мы не знаем, бот это или не бот. И, в общем, я считаю, что положительные результаты в том, что это всколыхнуло город. Это всколыхнуло город, люди об этом заговорили, они начали об этом спорить, это спровоцировало конфликт, а в конфликте всегда что-то рождается. Всегда рождаются какие-то идеи, мысли, и я очень надеюсь, что дальше будет продолжение, конечно же. И очень надеюсь, что там все это продолжится благодаря музею, благодаря Асе Львовне Габышевой, которая, несмотря на свое классическое образование, она нам втайне признала, что не очень-то она понимает это современное искусство, и не очень-то оно ей вот как близко и больше ей близка классика, но несмотря на это, она продолжает социально работать с городом, да? Она продолжает, несмотря на свое личное мнение, на свое классическое образование,
продолжает дарить городу новый взгляд на мир современный. И это очень здорово. Вот, я вот, кстати, хочу сказать, что в отличие от Москвы продвинутой, которая лишилась около 100 муралов, чтобы вы просто понимали, вот здесь 4 или сколько, 3? В рамках нашей биеннале? Да. 4? Раз, два, если 5. мы 5. 5. Да. 5. А здесь было 100. И все, там, половина закрашена, половина уничтожена, половина предлагается, как якобы это произведение искусства, а на самом деле это реклама, вот очередная на Новом Арбате, там, эко, сумочки эко. То есть вот это безразличие жителей города на то, что у тебя была шикарная работа, она была напротив твоего дома, ты ее видел, потом ее закрасили. Ну, закрасили и закрасили. Ну, я не знаю, ну уничтожили памятник, ну и уничтожили. Ну, не снесли памятник архитектуре, ну и снесли. Понимаете? То есть вот это безразличие, которое вот здесь сейчас происходит, там, даже на то, что там якобы какие-то фестивали в городе устанавливают якобы какие-то арт-объекты, все это какой-то ширпотреб вообще. Вот мне приятно, что в Якутске нет этого безразличия, что пусть, да, им видится презерватив, и они возмущаются. А почему-то жители Москвы на Садовом кольце, где им предлагают шины купить определенной марки, им не видится, что это реклама, которая на самом деле запрещена. Им говорят, новое граффити посвящено, там, не знаю, штурмовикам из фильма «Звездные войны». Но это же просто бред. Не понимают, что, например, закрасили прекрасную работу Алексея Луки на Садовом кольце, нарисовали там рекламу авиакомпании. Я просто не хочу сейчас называть, чтобы их еще раз не рекламировать. Вообще все молчали. Просто все молчат. Ну, а им же все равно, понимаете? Ну, давайте там, вот представьте где-нибудь в другом городе, там, да, да. То есть представьте, просто там в Риме уничтожат какой-то памятник архитектуры, или все будут молчать. Ну, то есть вот я считаю, что это очень круто, что наоборот жители реагируют, жители помогают, жители пришли помогать Полисскому. И я очень надеюсь, что биеннале продолжится именно в городе. Я бы хотела еще добавить, может быть, чуть-чуть перевести, мы, в общем, высказались, да, об этом все, я бы хотела добавить вот про этот проект, у него как раз тоже вернуться к социальной функции. И это, конечно, достижение самого Николая Полисского, да, потому что это лежит в основе его практики создания вот подобных ланд-арт-объектов, да, потому что если все знают о возникновении Николы Ленивца, да, это было основной его задачей привлечь местных жителей. У него же есть артель, да, с помощью которой это все мужики из соседних деревень, которые строят вот эти фантастические архитектурные объекты на территории этого большого парка Никола Ленивец, и не просто наблюдают, как на территории огромные полей, лесов возникают художественные произведения, они погружаются в этот контекст, когда эти работы создаются. И таким образом происходит в том числе вот это образование и погружение в область современного искусства, потому что, конечно же, они обсуждают, о чем этот объект, да, и они высказывают некие свои мнения по этому поводу. И, в общем, этот объект создавался также. Это было главным условием не только потому, что это было сложно построить какой-то маленькой командой, маленькой артелью, да, это важным было условием Полисского, чтобы участвовали жители именно для погружения, для того, чтобы этот объект, эта территория стала их личной, чтобы они приняли в этом участие не только физическое, да, чтобы они разговаривали об этом. И у этого объекта появилась своя мифология, созданная уже не только художником, да, а в том числе людьми, которые участвовали в создании. Это вот очень важная функция тоже, когда искусство выходит за территорию музея, да, и у художника появляется вот эта новая функция, новая задача такой вот социального действия, социального взаимодействия с людьми, окружающими, с пространством, не самим пространством только, да, он, кстати, сложно очень это место выбирал, и, между прочим, выбрал он его только после праздника Исах. Исах, да, только после него. Я вам могу коротко рассказать, там очень много обрядовых действий производится, я могу об этом рассказывать часами, если меня просят друзья рассказать, я об этом празднике рассказываю подробно, начиная с момента
момента, как мы вошли. Но, в общем, в одной из частей есть обрядовое действие, когда часть людей после посвящения выходят из одного из строений, которое называется Ураса, это национальное строение, после того, как там, скажем так, люди, которые связываются со святыми, они выходят и идут по таким срубом, деревяшечкам и обращаются к верхним божествам. И, собственно, на пути им девушки, которые сопровождают, желают здоровья им, их семье, близким. И в конце люди вздымают, собственно, руки к небу, к солнцу, к высшим божествам и тоже, собственно, просят об этом вот те, кто идут. И вот мы как раз вот в этой процессии с Николаем вместе шли, мы всей нашей группой. И когда мы вышли, в конце выдается некое такое, ну, скажем так, философское пожелание на бумажечке, которое, ну, в общем, должно разрешить твои внутренние какие-то задачи, решить то, чем ты в этот момент взволнован, то, что тебя мучает. И, в общем, до этого 3 дня мы, как сайгаки, носились по всей области и искали место. И оно не находилось, никак не находилось. И, в общем, мы все уже такие, ну что ж такое, ну, Николай, ну, ему просто уже. все не нравилось. Не нравилось, но уже найдите место. Да. Николай, но мы уже и здесь, и все с нами ездили, и Ася Львовна, и главный архитектор с нами ездила тоже. И мы все большой компанией, и мы уже все так его рассказываем, ну вот здесь все-таки вот такие преимущества. И, в общем, это последний день, на завтра нам улетать, место не найдено. Завтра нам улетать, и, в общем, в конце ему выдают бумажечку, у вас все разрешится. И после этого мы едем в это место. Не, мы проезжаем это место мимо. Давайте заедем, давайте посмотрим. В общем, ни у кого нет надежды. Мы заезжаем в это место. Там очень сложно идти, там, где подъезжает машина. Потом, чтобы увидеть вот этот вид, нужно подняться на холм, в лес. В общем, непросто, достаточно жарко. Но мы пошли туда, и, в общем, там все свершилось. И вот это разрешилось, да, в том числе благодаря каким-то, ну, мифическим вещам, да, там, высшим божествам. И это было место найдено. И найдено в том числе благодаря тому, что есть рядом деревня. Вот как раз социальный он сказал, что обязательно жители этой деревни должны принять участие. И мы, конечно, боялись, что никто не согласится, что этих лошадей в поле сожгут, просто строят большой пионерский костер. Но сейчас, вот, мне кажется, это Артем место, должна сказать. Я хочу добавить, да, что цифры я могу сказать. Вообще по итогам биеннале 8 арт-объектов. Но сейчас я фотографии пролистала, вы, наверное, заметили, что у нас анализ результатов биеннале отмечает все-таки оригинальный этноколорит проекта. То есть у нас получается вот Хамус, богиня Аихыт, священный табун мифических лошадей и арктическая космогония Сардана Иванова и паблик арт-объект. Это все-таки более такая якутская тема. А мурал Андрея Адна, вот паблик арт-объект, который находится на территории исторического парка Арсентий Мельников, якутский художник, вот время искусства его объект, это все-таки затрагивают более фундаментальные темы. Поэтому тут важно отметить, что у нас есть и этноколорит, и есть и оригинальные работы. Но самый такой масштабный проект, это, конечно, проект ленд-арт-проект «Священный табун мифических лошадей» Николая Полисского. И за год просуществования это место стало излюбленным народным местом горожан. Люди туда выезжают с семьями. Люди туда выезжают отдыхать. И мы очень надеемся, что в скором времени там появится инфраструктура, и это будет очень такое важное место, модное место для города. Хотя мы так много говорим, что город Якутск окружен большой лесной тканью, но в городе Якутске внутри, помимо парка городского, негде отдыхать. Хотя мы живем как бы в природном ландшафте. А есть какая-то информация о посещении? Ну вот примерные цифры. Там. Примерные цифры я не могу сказать, но все люди, потому что там же открытое поле, там нету ни камеры, там нету там охраны или еще что-то, но люди выезжают, мы это все анализируем, исходя из социальных сетей. Люди отмечают нас, там, священный табун мифических лошадей по хэштегу в Инстаграме можно посмотреть. И что важно, когда люди, те, которые туда выезжают, они нам говорят, даже в понедельник, вторник, среда, все равно там есть народ, толпа. И даже вот наша гость, Латушевская, Тереза Латушевская, которая приезжала, и она выступала лектором в рамках образовательной программы биеннале, мы ее свозили туда в понедельник, и мы
обнаружили, что там 20 человек ходит в рабочее время днем. Люди с семьями отдыхают. И она была искренне удивлена, что это здорово, когда у нас есть обратная связь, и отрадно то, что объект не зря сделан. То есть это идет в пользу. Когда людям это нравится, когда люди отдыхают. И очень важно то, что мы же специально для этого проекта набирали волонтеров и сделали маленькие таблички. Да, и сказали всем, что вы можете создать свою мифическую лошадь совместно с Никола-ленивецкими промысловиками и повесить на лошадках. То есть и уже появляется культура соучастия, и люди потом уже будут сами бережно относиться к этому арт-объекту, потому что они сами причастны. Я вообще считаю, что там нужно продолжить этот парк скульптур и двигаться как раз вот в сторону, как бы город, понятно, нужно развивать, но знаете, когда вот очень сложно, вот мы с Юлей много делаем таких проектов в городах, в региональных, когда мы приезжаем, нам говорят, дайте нам искусство, а мы говорим, а вы дайте людям дороги нормальные, а мы вам потом дадим искусство. Вот сейчас Москву сделали такой красивый, зализанный, но уже можно и искусством заниматься. А так, конечно, осваивать вот территории, вот эти безграничные, да, поля, леса в Якутии, я думаю, что это очень хорошая тенденция, тем более, что есть вот этот вот материал, да, лоза, которая как сорняк растет повсеместно, из нее можно... И вообще мне кажется, что якутяне, они как раз ближе к природе, то есть вот, может быть, даже выходить за пределы города в сторону лесов, полей, и там налаживать инфраструктуру, строить там, ставить уроса и там проводить лето и осень, ну, мне кажется, это хорошая идея. Ну, еще один момент, наверное, который такой непонятно, как, вот, собственно, Сабина сейчас высказалась и поставила эту тему в область спорных и, в общем, непонятно, как делать вывод. Вы все, я думаю, те, кто имеет отношение здесь к музеям, у музеев очень маленькое финансирование, да, и его хватает в лучшем случае на содержание там команды, да, и на какую-то небольшую часть выставок, да, с локальными художниками, и, в общем, все. Понимаете, да, что там этот проект затратный, да, как минимум, просто здесь можно материалов посчитать, понять, что художники никто не получает гонорары, здесь только производство, да, сами они все руками сделать не могут. И вот тот пример, который вот есть у музея, да, они сами фандрайзят, да, то есть вот часть этого проекта была сделана на выигранный грант из фонд президентских грантов, да, был выделен, и часть они фандрайзили. И, в общем, всегда возникает в этой ситуации вопрос, в общем, должно ли государство, ну, вот сейчас Сабина, да, высказала, что сделать сначала дороги, государство, это, собственно, есть городской бюджет, в общем, да, сделать сначала дороги, а потом займемся искусством. В общем, где брать финансирование для этих проектов? Я считаю, что в искусство должен вкладываться бизнес, да, только. То есть оно не должно делаться за счет бюджетных денег, оно должно поддерживаться девелоперами в первую очередь, которые покупают земли, строят дома, продают квартиры в этих домах. Они должны делать за счет ресурсного бизнеса, да, кто, собственно, выкачивает нашу землю и зарабатывает на этом, они должны вкладываться в искусство. Так, повсеместно по всему миру, я ничего не придумала. Есть процентное искусство по всему миру, да, которые платят девелоперы, на эти деньги ставятся объекты, на эти деньги проводится огромное количество фестивалей уличного искусства, да, именно искусство в общественном пространстве. Да, музей, правильно, да, Министерство культуры, оно поддерживает, дает финансирование, фонды и так далее. Но искусство в общественном пространстве – это всегда за счет бизнеса. Поэтому бизнес должен немножко проснуться, да, и подумать о том, собственно, я здесь живу, я зарабатываю на этой земле, я должен что-то этой земле дать. Все. Ну, в общем, классно, только здесь бизнеса нет. Почему? Есть бизнес. Бизнес везде есть. Нет, тогда бы не было бы жизни. Здесь сейчас бизнеса нет, я имею в виду. Здесь сейчас бизнеса Ну, нет. есть социальные сети, есть стриминг. Я думаю, что, может, бизнес да услышит. Да услышит нас, да. Да, и помимо основной программы, конечно же, у нас состоялась параллельная программа,
которая включила выставочную, образовательную как бы деятельность. И в рамках параллельной программы мы открыли персональную выставку, то есть на базе уже нашего художественного музея выставку сербского художника, из кого вылетела? Из Сербии, Велькович. Да, Велькович. Вот графика. Помимо этого к нам приезжали 3 спикера, лекторы: Светлана Тейлор, Алексей Комов, архитектор, и Тереза Латушевска из Польши. Она живет в городе Лодзь, и они как раз-таки проводили открытые публичные лекции не только для творческого сообщества Якутии, но и для всех желающих. Также важно... Не только лекции, я добавлю, извини, как раз это хороший пример. Лодзь, это Тереза, директор фонда, ее муж, владелец крупнейшей текстильной фабрики, чем известен Лодзь, да, то есть они и занимаются изготовлением тканей уже много лет, и фонд был создан на базе, то есть это моногород, да, есть предприятия, есть жители города, там их 60-80 тысяч человек, которые работают на этом предприятии. Вот, и, собственно, фонд уже 8 лет занимается тем, что создает искусство в общественном пространстве. У них огромная коллекция монументальной живописи в Лодзе. Ничем вообще не примечательный город в Польше, постсоветский город с типичной, вернее, простите, степовой застройкой. Вот. И вот пример того, как бизнес может развивать территорию, причем собственную территорию. Ну, это даже сделано с корыстной целью, если честно, потому что если из города уедут его жители, некому будет работать на предприятии, тут тоже нужно отдавать себе отчет, что молодежь уезжает, молодежь рвется в большие города, да, кто будет работать на этих предприятиях, которые сейчас оснащены компьютерами, да, но не старое поколение точно, кто будет работать на металлургических комбинатах. Поэтому сейчас вот все города, они так вспомнили, что нужно все-таки как-то создавать среду для жителей города, да, то есть это уже не Советский Союз, когда можно кормить человека каким-то минимальным пайком, да, и он будет тебе ходить и работать по 8 часов. Людей надо заинтересовать тем, чтобы они жили в комфортной для них среде. Вот. И я считаю, что биеннале должна продолжаться и должна поддерживаться бизнесом. Иначе не будет никакой биеннале у Якутска, а не будет биеннале, не будет современного искусства, не будет развития. Вот. И как раз я вот показываю программу. И нет, у нас еще время есть. И я еще расскажу, не зря же я подготовила презентацию. Мы торжественное открытие биеннале делали не традиционно внутри музея, да, а вышли в город. И партнер биеннале — это креативный кластер «Арена». Директором является Николай Мартынов. На Комсомольской площади в центре города Якутска он сделал вот такие боксы. Да? Вот они. Вот. И на этом месте мы сделали торжественное открытие биеннале с участием всех жителей города Якутска. Вот, поставили свои инсталляции, тут поставили инсталляции участников предыдущей биеннале BY14, да, это красная фигура, это южнокорейский художник, который у нас участвовал в BY14, и Вера Петрова, да, это российский художник. Вот, и огромное количество посетило параллельную программу биеннале, на все наши лекции, на все наши мероприятия и так далее. Было огромное количество людей, что отрадно люди интересовались и так далее, высказывали свои мнения, оставляли отзывы. И что очень важно, в рамках биеннале еще прошел городской форум, первый в республике городской форум «Городская культура». Это совместно мы сделали с Министерством культуры, с мэрией города Якутска. И как раз-таки проходили публичные лекции в открытом пространстве, также выставки проходили и так далее. То есть это все помогает и им, и нам, музеям, да, как организациям, именно вступить в диалог. Да, и люди заинтересованные, они будут знать, что есть музей, что есть такие культурные институции, что они не просто сидят, да, а чем-то занимаются и так далее. И на самом деле это очень важно, когда мы имеем какую-то связь с нашими посетителями, с нашей аудиторией и так далее.
То есть как даже вот нас отметили в соцсетях, то есть не надо просто вот делать, потом все бросить, да, а людей надо воспитывать, людям надо помогать и людей надо организовать. Вот поэтому как раз-таки вот параллельная программа, она в какой-то степени нам очень даже помогла. Вот. Но мы это все, то есть музей, как главный организатор, со своими партнерами, заинтересованными институциями, которые хотят изменить город лучше и так далее, потому что в этом городе нам жить, в этом городе находится наш музей, да, крупный музей, один из ведущих музеев не только Дальнего Востока, но и вообще Сибири. Вот. И отрадно, что биеннале до сих пор существует в течение 10 лет, и мы очень надеемся, что она будет продолжаться и в дальнейшем. А мне кажется, я надеюсь, руководство города тоже будет как-то смотреть. Это же важное событие для города, интермузей, как вы думаете? Мне кажется, да. Вот я обратилась к руководству города, чтобы собрали представителей крупного бизнеса и, в общем, выработали какую-то стратегию поддержки биеннале. Потому что, ну, конечно, это должно быть постоянное какое-то финансирование от больших компаний. А эти компании в городе есть. И они... предложить им выделить какой-то бюджет на поддержку биеннале. И это должен сделать город, потому что музей, конечно, с этим не справится. Музею фандрайзить тяжело. Это не деятельность музея. Научные сотрудники, искусствоведы не умеют фандрайзить на то, чтобы сделать биеннале. Они этим пытаются заниматься. В общем, хотелось бы, чтобы это была инициатива от города, тем более, что музей для города очень много делает. И, конечно, это на пустом месте. Ведь Ася Львовна, по сути, этот музей родила сама. Так оно и есть. Это вы просто не представляете. Жалко, что нет. Вот должна быть ее фотография здесь, Аси Львовны. Фантастическая женщина, выглядящая как девочка в свои 70 лет вообще. Это как раз историческая фотография, я перебью Юлю. Это наши кураторы биеннале Элоа Ферия, его жена Франсуаз Винсент Ферия. Они живут во Франции, являются профессорами университета Париж-8 и университета Страсбурга, и они с самого начала рождения биеннале были кураторами. BY10, BY12, BY14, BY16. И Эло Ферри как раз он и выступал и комиссаром биеннале. В BY18 куратором стала Ася Львовна, генеральный директор нашего музея, заслуженный деятель искусств России и Республики Саха-Якутия, искусствовед, и куратор BY18 Сабина Чагина. Я считаю, что это историческая фотография. Юлия Василенко еще не хватает. Нет, Юли тут на фото нету. Да, вот я и говорю. Ну, в общем, Ася Львовна этот музей практически родила, потому что были большие проблемы у музея. Это здание, в общем, перенесли, если вы знаете, что в Саха-Якутии очень сложно со стройкой, там особенности есть, да, все дома стоят на сваях, да. Этот музей практически перенесли в центр города, перевезли вот готовое здание. И, в общем, Ася Львовна в отсутствие средств в советское время создавала коллекцию музея, поддерживала его работу. И все это благодаря ей, и в том числе рождению биеннале. И, конечно, хотелось бы, чтобы она бы осталась комиссаром основным, там, не знаю, президентом оргкомитета биеннале, потому что, это очень важно. Потому что вот если нас с Сабиной убрать от нашей биеннале, то ее не станет уже. Да, вас слушаем. Родила, да. Да. Есть вопросы, да? Да, можно. А можно микрофон? Волонтеры есть, да? Волонтеры заснули, мне кажется. Прекрасно. Добрый день. Сабина, скажите, пожалуйста, наверное, всем кураторам вопрос. Я знаю, что у нас, например, в Москве проблема вообще с реализацией паблик-арт объектов. Это довольно серьезно. Я помню, когда VIC пытался запустить программу «Расширенное пространство», и они там на протяжении 2 лет, по-моему, бились и как-то сложили ручки. Потом еще несколько было инициатив, и, в общем, довольно такая проблематичная история. Вот как это в Якутске решается? Насколько проще все это установить, договориться с площадками, с пространствами, и с кем, главное, вы договариваетесь в этой ситуации? Мне кажется, к Сардане большой вопрос. Да. Я просто от себя добавлю, что если VEC не смог. Как я уже раньше сказала, BY18 полностью вышла в город, основная программа. И наш основной партнер – это, конечно же, окружная администрация город Якутск, управление архитектуры и градостроительства.
И Ирина Дмитриевна Алексеева, которая душой и сердцем болеет за свой город. И она нам здорово помогла. У нас практически не было каких-либо проблем с согласованием мест или еще что-то. Тут очень важно, когда город, музей совместно налажено, как одна команда работают. Это очень важно. Ирина, главный архитектор. Ирина Дмитриевна, она сейчас работает в правительстве Якутии, а во время биеннале она работала в мэрии города Якутска как главный архитектор. И она была зампредседателя оргкомитета биеннале. То есть тут очень важно и вокруг себя создать, и привлечь и город, и разные административные институции и так далее. В этом плане у нас практически проблем не было. Все локации мы все согласовали, все документально и так далее. Все арт-объекты, они носят временный характер, то есть что-то может простоять 5 лет, что-то 10 лет, а если время от времени поддерживать, они могут и дольше простоять, но тут вечного нету. Все арт-объекты, которые находятся в городе, они носят временный характер. В общем, если пошутить, то нужно Собянина в оргкомитет брать, паблик-арт программы. А если серьезно, то мы тоже над этим очень много размышляем, потому что это один из основных родов нашей деятельности. Конечно, несмотря на то, что уже даже после встречи с Собяниным, когда нам пообещали, что, в общем, как-то это дальше сдвинется, и вот этот пресловутый закон, там, понятно, что нарушена терминология, у нас тут все утверждается закон о граффити, это не граффити, понятно, здесь нужно еще терминологию изменить, но неважно, над ним все ведется работа, но она никак не закончится. Да? И вот нам как бы все обещают, что, и, в общем, сам Сергей Семенович нам пообещал, что все это закрасят, но, в общем, эко опять появилась. Вот сейчас недавно, вот я проезжаю все время по Арбату, и я опять вижу, собственно, рекламу на фасадах, она же запрещена у нас. Все обещают. Я думаю, что, мне кажется, нужно какой-то... Проблема в отсутствии любви. Тут прозвучало ключевое слово, что это должна быть связка между городом и администрацией. Это обязательно. Это да, есть, у нас вроде тоже, понимаете, есть. Мы встречались в Моском архитектуре, есть рабочая группа, и Моском архитектуры фактически это организует совет художественный, который определяет те работы, которые могут появиться в общественном пространстве как объект искусства, да, то есть это может быть какая-то декорация, окей, но пока это все так медленно продвигается, что то ли просто сложно, понимаете, когда ты начнешь копать, а если вот это будут считать, что тоже надо согласовывать, а что вот с этим делать, а вот это что делать? Пока у нас только памятники. У нас тоже был проект с художником Дмитрием Маске, где у нас даже было финансирование, и мы делали с девелопером конкурс, проводили, и девелопер выдал, собственно, даже грант этому художнику за разработку скульптуры, но установить ее мы нигде не смогли. В общем, у меня какая-то такая шальная была идея. Сейчас так у нас время СМИ, самореклама и так далее. В общем, нужен какой-то такой Милонов в области искусства, который скандально будет продвигать законодательно в Мосгордуму, выдвигать закон, который нам необходим. В общем, смешно, но если такой человек появится, и он будет за счет этого пиариться, может быть, это что-то сдвинется. Потому что пока это вот в кулуарах между нами, то есть мы встречаемся с Моском архитектуры, мы встречаемся с теми другими в закрытом кабинете, никто об этом не знает, у них нет там, извините, пинка там, от руководства, что это не первостепенная задача, и никто не скандалит на эту тему, чтобы они могли на это ответить. В общем, мне кажется, что нужно вот какой-то такой вот найти скандального предводителя. Тогда это, может быть, сдвинется. Просто на вот эти временные конструкции, на эти фестивали тратятся просто миллиарды рублей, и на эти деньги можно было бы установить огромное количество прекрасных скульптур, да, которые будут не временные, а которые будут памятниками в итоге. Нет, они будут памятниками, скажем так, назовем это памятник чему-то, современному искусству. Пока, мне кажется, сейчас время всякого такого праздного развлечения в городе, и это сейчас вошло в топ. Наплыв туристов, всем нравится, что огни горят 24 часа в сутки, неважно, Новый год это или это май месяц, все равно горят. Поэтому, мне кажется, должно прийти просто время, когда жители тоже начнут как-то... Есть только приложение «Активный гражданин», а сколько этих активных граждан? Их очень немного.
Вот в Екатеринбурге скверы отстояли. Я считаю, у нас Лосиный остров, если отстоят, то тогда можно считать, что наши жители активные. Еще хотела задать вопрос, да? Все понятно, что пока ничего не Я сдвигается. просто, да, отдаю здесь, как бы, преклоняюсь перед Якутией, что они Да, такие я передовые. тоже, понимаете, в этом, насколько люди сознательные. мыслят прогрессивно, потому что, Нет, но вы же знаете эту историю про мэра города Якутска, да, про нового мэра, насколько она серьезные действия произвела. И, в общем, это такой пример всей России. И это правда удивительно, потому что, знаете, вот я вам, мы когда туда ехали с Сабиной, в общем, там очень короткое лето. И зимой там очень И холодно. жарко. И летом очень жарко, много мошкары, комаров, очень коротко все это, и в основном очень холодно зимой. Ну, то есть, в общем, погулять зимой, ну, как бы сложно, и люди сидят по Практически домам. 8 месяцев это зима. Зима. Весна, осень, зима, и практически в течение всего вот этого времени лежит снег. И, в общем, я вот помню, когда в мороз ты сидишь дома, ну, как бы ты не очень активен, да, в общественном пространстве ничего особенного не происходит. И мы, в общем, ехали, думали, ну, там, встретим таких достаточно сонных людей, таких очень медленных и неактивных. И приехали, и там просто какой-то мощный взрыв, вот именно гражданской позиции. Вот мощный взрыв гражданской позиции. Не знаю, может быть, свойственно тому, что малая территория все-таки, да, свойственно тому, что есть национальная культура, которая сближает, да, вера, не которая на весь мир, там, у нас 3 всего, там, не знаю, самых больших конфессий, да, а которая сближает внутри людей, помогают друг другу. В общем, может быть, в этом какая-то есть скрытая история. Что-то мне нравится, что при этом создаются общественные пространства, парки проектируются. Да. В общем, нужно как-то учиться. Там вот этот Николай Мартынов, да, вот Сардан так назвала официально, партнер Биеннале. На самом деле это партнер, там 2 человека, которые на свои деньги сделали ангар. Не, подожди, не на свои деньги, они взяли кредит на 3,5 миллиона, деньги 2 человека. Да, свои взяли потребительский кредит, да. сделали просто вот это вот общественное пространство арена, куда приходят ребята молодые, и они с них не берут, то есть у них есть прокат там роликов, есть какие-то платные услуги, но есть просто столы, пространства, где ребята молодые, подростки, кто-то придут, могут прийти, поиграть в какие-то игры настольные, пообщаться, и они с них не берут за это денег. То есть они сознательно вот в свою социальную ответственность они вкладывают деньги, которые занимают у государства, у банков. Ну, вернее, не у государства, а у банков. В общем, это фантастично, да. Молчание. Минута. Нет, у нас диалог, как раз вопросы есть. Я просто не могу все время задать вопросы. Может быть, кто-то еще хочет? Вроде все. Спасибо. Нет, сейчас Давайте еще ролик, Сардан я еще ролик? хочу, да. Давай. Но я хочу сказать, что поставленные перед собой цели и задачи мы полностью выполнили. Еще раз повторюсь, что биеннале у нас состоялось благодаря финансовой поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации. Выиграли 6,5 миллионов на создание в городе Якутске. И на эти средства 6 объектов мы построили. И 2 из них — это Софья Шилова, вот стрит-арт Хамус, и инсталляция «Я люблю Якутск», это в рамках софинансирования. Вот. И отрадно то, что у нас биеннале состоялось, и благодаря и музею, и нашим партнерам, благодаря нашим кураторам, которые действительно искренне болели за все это дело и очень ответственно, профессионально все сделали. Вот. Поэтому наш аналитический отчет принят в фонд без каких-либо замечаний или нареканий. Я хочу это отметить. И давайте в конце, если нет вопросов, посмотрим итоговый ролик по итогам BY18. Ролик можно включить? Там, кстати, кино у них еще очень сильно. Они сейчас все берут очень много призов за якутское кино.
Спасибо большое, что пришли, поддержали нас. Всем большое спасибо. До свидания.